Все закипело. Соль не добавил, потому что соль в последнюю очередь, потому что эти по-разному. Пачковый суп бывает очень соленый. Вот на медленном огне пусть варится. Надо попробовать. Сейчас попробуем на вкус. Что сказать? Консервы. Вроде мяса больше тут, но с калининградским не сравнить. Много такие брать не стану. Если я поеду, нам лучше калининградский куплю. Вот так. Не очень так мне понравились. Это осенью пристреливал мелкашку. Лодка, ребят, спускается. Я иду березу присматриваю, может этот березовый сок гнать. О, интересная лодка, между прочим, с крышей, стендом, с ПНД. Прикольная вещь. Вот. Между прочим, мерзлая земля еще. Тут пихта сломалась. Верхушка вон оттуда. И под пихтой еще вон снег. С ПНД лодкой, конечно, сейчас делают. Он легкий. Так, ладно, где-нибудь на березе там можно попробовать. Но, блин, в прошлом году я гнал много этого сока и домой отвез. Никто и не выпил, не хотят. Это не лимонад. Польза может есть, но на вкус обычная вода так. Вот хорошая береза вон. Можно попробовать отсюда. Смотрите, какая здоровая береза. Ой-ой-ой. Вот отсюда можно. Вот береза. Тоже живая. Кругом березы, в принципе, есть. Так, ладно. Сейчас доварю суп, потом уже можно одну банку поставить. Ну вот, ребят, пошло дело. Самогонный аппарат. Ну, хотя бы одну кружку я выгоню и все. Мне лично много не надо. Можно, конечно, полный котелок и сварить чай. Хороший вкусный чай получается. Вот. Пока хватит. Посмотрим, сколько наберем. Пусть там до вечера здесь будет. Береза огромная, большая. Много воды тут. О, первые глотки. Надо попробовать. Ну, с весной, ребят. С весной всех. Хорошо. Нормально. Пусть набирается. Мыши бегают. Капля за каплей. В сторону еще идет там. Там еще убегает. В сторону. Ладно, пускай капает.
покороче спилил, чтобы сейчас сразу эти дрова использовать. Сейчас еще подкину, ну, чтобы совсем не погасла печка. Так. Дрова еще море. Прошло уже вагон времени. Дрова еще очень много. Все, ништяк. Я думаю, суп уже готов. Пока я там бродил. Наваристый и вкуснейший суп. Чуть-чуть сладковатый. Все равно сладкий привкус эти консервы дают. Не знаю, там желе, наверное, какая-то. Желе, наверное, какой-то химический состав. Все. Все. Целая кастрюля супа, вон. Полная кастрюля. Смотрите как. Разве это не здорово? Вообще офигеть. О, подкинул дрова вон. Дым пошел сразу. Дай-на-най. Дай-на-най. Пока есть не хочется, я бутерброд там съел. И сейчас пойду, наверное, пока попилю дрова. Так, вот так вот. Попилю дровишек. Короче, ребят, спилил заправку, ровно заправка, там бензин закончился, березу спилил, но снимать не стал там, заготовкой дров, не удивили никого. И береза, оказывается, гнилая, но на дрова пойдут. Потому что этими дровами буду я как бы жар держать. И все. Для топки придется искать хорошие сухие деревья. Вот такие, чтобы валежники сухие или сухостой такой, чтобы был. А эта береза, конечно, на растопку не пойдет. Ну, чтобы затопить там. Вообще сырой. Пилу немножко обеднел пилу. И сейчас нормально пилит. Не знаю, насколько он греется. Но вроде нормально так. Спилил. Тяга хорошая сейчас. Вообще сейчас трогать не стану. Перебор обеднять не стоит. Какая бабочка интересная, желтая какая-то пролетела. Так, ну что, немножко обязательно поточить цепь. В полевых условиях вот такой напильник. Самое раз. Рекомендую всем после каждой заправки, вот заправку спилили, обязательно заточите. Пару раз так проведите напильником. Хотя бы 3 раза так. Вполне достаточно. Если вы заправку спилили, цепь еще хорошо пилит, это не значит, что не надо его затачивать. После каждой заправки.
Если перебор, он будет тупым, цепь. Потом тяжело довести до такого, чтобы она стала как новой. Все равно вы нечаянно там попадаете в землю там или еще. Ну вот, после каждой заправки. Так. Последний. Уже все заточил. Да. Видно, сразу видно, что зубья вот с одной стороны поточил. Они острые, а вот на ярком свете с другой стороны видно, как где вот не заточил, там видно, что он попадал в землю или еще. Да и древесина, она, знаете, как такая. Так. Что вот вроде и земли нету, но цепь притупляется и быстро. Напильники, конечно, сейчас, блядь, продают. Вообще, скажу вам. Только начинаешь точить, а он уже тупой, блин. Да и эти чемпионовские цепи, они каленые, так мощные. Не каждый напильник берет. Вот так, постепенно, постепенно. В принципе, я работу свою закончил на сегодня. Что запланировал, я сделал. Запланировал уборка, ну и дровишки там заготовить. Но основная заготовка, я на УАЗике приеду, там сухие дрова привезу. Постепенно можно там. Следующий поход только на УАЗик у меня сюда будет. Вот. Короче, я сейчас закончу это. До ума доведу и чай попью, суп поем. Вот так примерно. Не знаю, сколько времени, сейчас надо посмотреть.